Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. И сегодня у нас продолжение. Среди 13 бедолаг есть совсем плохонький дедок. По приезду в Москву вот этот скромный, измученный черный песик совсем не стоял на ногах. Его ноги подкашивались, его заносило, а в клетке он лежал как мертвый. Думали, что умер. От еды отказывался, стоять было тяжело, все больше лежал. В ночи поехали с ним в клинику. Обследование, анализы, да, возраст. Возраст и болячки. Бедный ребенок ничего не понимает. Такая жизнь скотская была у него. Ну-ка, а тут как... Ну да. Малыш, ну покажи. Ой, что с глазом? Ой. Ну я поэтому и просил вас. Ой. Малыш. Не обрабатывать. Все, надо быстрее, скажи, обработать. Чтобы было легче. Так, покажи мне. А челюсть посмотрите. Челюсть. Да, там лет 150 лет. И сколько проживет малыш? Откройте мне. Сейчас. Через пару дней, принимая терапию в стационаре, наш дедок ожил. Он начал есть, смог выходить на улицу, не шатаясь и не падая. Появились силы, ушел гной из глаз. Хочу, чтобы он пожил. Теперь он ест досыта и не сухой корм, а мясную кашу. В общем, обещал пожить. Друзья, я очень вас прошу, помогите бурятским. Поверьте, они не хуже, они тоже хотят жить. Очень мало людей откликнулись на финкураторство. Не вытяну я их одна, а разовая помощь не спасет. Разовая – это только на месяц. Через месяц о них забудут. Мне очень нужна ваша финансовая поддержка. Пожалуйста, поддержите этих несчастных бурятских бедолаг. Напишите мне на WhatsApp, кто готов на финкураторство. А сейчас продолжение истории спасения Бетти. Как вы помните, стационары не берут лежачих собак. И началась наша эпопея, наши хлопоты с никому не нужной собачулей. Для куратора такая лежачая собака совсем беда. Ведь ее никто не берет даже передержать, даже временно. Страшно оказаться с такой собакой не здесь и не там. До посещения невропатолога, а это 2 дня, с трудом, но взяли строго на 2 дня. А вот после приема доктора вести ее некуда. Да, что-то они мне ничего не сказали. Сказали, что красная глаз, кровяное давление. Может быть, ее как-то ударили? Ой. Так, малыш, сегодня нам с тобой к невропатологу. Это что такое? Из Питера вам сказали. А, Я ездил встречать ваши. вот. Ножки какие-то. Да, доставлю. Нет, малыш, ты давай это самое. Мы сейчас тебя потащим. Скажи, пожалуйста. Вот это все. Ай-яй-яй. Во что превратили? Ой-ой-ой. Не бойся. Это только лапочка. Бетенька. Да, моя девочка. Она такая тюфятечка, она такая сладкая, она такая безобидная всю жизнь была. Моя зайка. Вот водичка у меня, потому что какахи грязные, да? Что ты такие десны? Малыш, у тебя десны воспаленные. Ну, сейчас потом еще будешь пить. Попу надо тебе уже полоскать. Вон какие ногти Крюгера, видите? Бедный ребенок. Сейчас когти тебе пострижу.
Все. Помыли тебя, помыли, расчесали и попу вот так постригли, чтобы здесь не в моче не купалась. Да? Вот такая стрижка у нас красивая теперь. Красивая. Дорогого стоит. Вот. Вот моя зайка. Полдня работы. Будет стоять, попробуйте. Не стави задние лапы вообще опущены. Ну-ка, поставить, если... Ну-ка, стой на ножках, стой на ножках. Падает. Ну. Так. Так, смотрите-ка, стоит. Вот так. Вот так она стоит, да? Ясно, попытка была. Намытая, вся почищенная, и ушки, и лапки. Коготки только не нашла я так, только 2 лапки обработали. Передние нет. И пошли мы к невропатологу, да? Где моя зайка? Где моя зайка? Ой, не мою ручку. Так, опять глазик, да, течет? Опять глазик течет. Ну, нажимается. А передняя-то чего у тебя уже? Вот почему-то вот правую лапу вот так вот ставят. Я держу. Ту сторону посмотри. Что-то давали, какие-то препараты? Да, этот самый гипопентин сейчас начали давать и ансиор. Ну вот только начали 2 дня. Да нет, она видит. Видит все-таки. А почему такое глазное яблоко? Теперь нам надо разобраться, что это было. Или она схватила какое-то кровоизлияние, или у нее все-таки что-то есть в голове. Потому что у нее здесь мышцы прям высохшие. Так называем височную группу мышц. Вау, ничего себе. Основной рефлекс у нее в порядке. Сейчас еще конечность проверим. А основное это что такое основное? Ну, рефлекс угрозы, нюх, зрачки сокращаются при осмотре. У нее данные за остеоартриоз плечевого сустава по рентгену, который предоставляете, но не то, чтобы это прям какая-то катастрофа. В другую сторону. Это что, артрозное что-то? Ну, можно так назвать, артрит, артроз. Ага, тоже да-да-да. Да-да-да. Ну, то есть есть, да, наверное, в силу возраста. Да. Ну, это как бы не критично все-таки. А это не должно было привести к такому состоянию. Да-да. Некие свойства греться во время МРТ или иногда даже мигрировать. Такое тоже может быть. Вот. А это если пули где? И в теле? Да, тоже? и в теле в том числе. И в теле, и в голове. Да. Ну, то есть сначала делаем рентген, исключаем пули в голове. Это точно надо делать, да, перед тем, как делать МРТ. И обсудить моменты, связанные с тем, что на других участках тела, повторюсь, что некоторые операторы могут отказать в выполнении МРТ, потому что пули, зависит от их природы, иногда могут реально греться. Хорошо, а МРТ какого органа будем делать? Головы и шеи. На данном этапе, скорее всего, больше мы склонны думать о стволе мозга. В этой области, скорее всего, находятся проблемы. Ствол мозга, да, все-таки.
Да. Не в позвоночнике. Ну, данных за позвоночник нет, именно нижней треть позвоночника, так скажем, да. Верхняя треть обычная голова и первые там до второго грудного позвонка входит в шейный отдел позвоночника, его тоже надо будет смотреть, потому что симптомы смешанные. А это могло быть результат давних каких-то проблем, да? Это же не свежая проблема. Вот она жила-жила и вдруг... Если проблема резко возникает, чаще всего мы говорим о том, что произошло ну, что-то экстренное, так скажем, да, или сосуд лопнул, или действительно удар был, или опухоль была, он начал кровоизлияние давать, или такое состояние возникло из-за гормонального статуса, бывает гипертонический криз, и оно тоже может давать такое. Но когда у собаки есть изменение мышечной массы в области головы, в той или иной мере это нам говорит о том, что есть какие-то сопутствующие проблемы, то бишь, грубо говоря, не только неврология, так скажем. Видите, по анализам крови у нас есть некие напряжения в лейкоцитов, то бишь почему-то они начали воспаляться, грубо говоря. От чего у нас возникло, сказать сложно первоначально, но как один из факторов того, что это воспалительного рода болезнь, мы можем предполагать. Можем предположить или исключить наличие опухоли, да, в головном мозге? Не подтверждать, не исключать с помощью осмотра только невозможно. Да. А МРТ может показать? Да, может показать. Потому что это важно. Присутствие пули на МРТ может искажать результаты самой МРТ. Для того, чтобы не фонило, как говорится, да, необходимо будет сделать рентген головы. Да, друзья, собачуля в прошлом настрадавшаяся, пули в ней застарелые и даже 2 штуки в голове. В данный момент, чтобы понять причину обездвиженности задних ног, конечно же, показано сделать МРТ головы. Но чтобы сделать МРТ, не должно быть металла в голове. Металл раскаляется, а значит, до проведения МРТ надо прооперировать голову и удалить хотя бы эти 2 пули. Мне хотелось бы быть оптимистичной и верить в лучшее. У доктора несколько предположений, но ясно одно, что причина не в позвоночнике, а в голове, мозжечке. А вот что именно, видимо, покажет МРТ. Удовольствие это недешевое. И мне во 100 крат тяжелее это осознавать, имея на своем кураторстве огромное количество подопечных, которых надо кормить. И вот такой выбор или вердикт. Друзья, мы вместе сможем или нет? Сможем ли дать шанс встать на ноги Бетти и одновременно кормить и содержать 200 других имеющихся? Думаю, все зависит от нас с вами, наших возможностей и желания. От вашей помощи, друзья, зависит жизни и Бетти, и всех якутских. Поможете? Без вас ничего не получится.